Детские объединения Якутии будут работать под руководством профессиональной команды. Для этого организовали первый форум руководителей детских и молодежных общественных объединений. Участники обосновались на базе детского лагеря «Спутник» в Якутске. Саргалана Федорова продолжит. Как удержать молодые кадры в школах? Педагоги из Жатая разработали систему для решения этой проблемы. Для этого мы организуем для них семинары, для этого мы просматриваем материальную часть, для этого мы просматриваем жилищные условия. И для этого мы делаем практическую часть для обучения наших молодых педагогов. В течение 3 образовательных дней участники разрабатывают социально направленные проекты, обсуждают стратегию развития детских сообществ. Участники из Мумского улуса предлагают проект, который поможет детям узнать о достопримечательностях Якутии виртуально. Это сначала создать экспедицию, выйти на природу, все заснять, потом все это интегрировать в компьютерную графику, получается, и в помещении с помощью, получается, какими-то физическими способностями, с помощью физических способностей создать это все достопримечательство в одном помещении. Инициативу общественных объединений поддерживают через гранты. Участники обсудили основные ошибки в заполнении грантовых заявок. В этом году Центр развития творчества детей Нерюнгринского района получил грант главы республики. Педагоги реализуют проект, направленный на работу с детьми с аутизмом. Изюминка проекта еще в том, что мы ребят пытались ввести в российское движение школьников посредством изучения символов на пескотерапии. То есть ребята сочиняли стихи, это ребята дошкольники, начальная школа. И с помощью создания герба, флага Российской Федерации они приобщались вот к такому массовому, большому красивому движению, как российское движение школьников. Сегодня завершится образовательная часть форума, и участники приступят к практической части. Они отправятся в сплав по реке Большая Катамя и будут учиться технологиям организации веревочных курсов и пеших походов. По итогам защиты проектов эксперты выберут 5 лучших работ. Их пока выпустят в виде буклетов. Далее будут искать механизмы воплощения данных проектов в жизнь. Саргалана Федорова, Жолустан Иннокентьев, Якутск.